О патриотическом воспитании подрастающего поколения говорили сегодня в региональном институте развития образования. Своим многолетним опытом с учебными заведениями республики поделились представители Коровье-Ручейской школы. Она находится в небольшом селе в Устильмском районе и является единственной в Коме сельской кадетской школой. Особое внимание патриотическому воспитанию учащихся здесь уделяли всегда. На занятия к ребятам приходили ветераны Великой Отечественной войны. Такое общение и живой пример героизма работали лучше любого учебника. У нас в школе ветераны Великой Отечественной войны работали, и все годы, когда развивалась школа, то эти мероприятия, и пионерская организация, когда была, и комсомольская, мероприятиям этим придавали большое значение. И тогда, когда открыли мы военно-патриотический клуб, мы рассказывали пока об истории школы, которая до клуба была, и какие уже были наработки, мероприятия традиционные. И все это мы переняли и добавили еще военной составляющей, где дети получали первоначальные навыки. Сохраняя традиции, школа в Коровьем Ручье идет в ногу со временем. Сегодня здесь ежегодно проводятся мероприятия в самой разной направленности. Общение с ветеранами, кадетские балы, выезды, военно-полевые сборы, исторические реконструкции. Вместе со взрослыми ребята ездят и на вахты памяти. Если просто взять и сказать, что с завтрашнего дня мы начнем делать то-то и то-то, конечно же, дети это не прочувствуют. Здесь нужно заниматься этим системно. У каждой школы эти традиции свои. Пусть на своих традициях, на своих героях, на своих земляках проводятся такие мероприятия. Активное привлечение широкой общественности, родительского сообщества, наших дорогих, наших уважаемых ветеранов. Без них нам в этой работе тоже никуда. Это очень и очень важно. На сегодня в результате специальной военной операции на Украине звание Героев России посмертно присвоили двум нашим землякам – Владимиру Носову и Ивану Поздееву. Так получилось, что оба они учились именно в Коровье-Ручейской школе. Любовь к родине и патриотизм им прививали с самого детства. Теперь на историях их героизма будут воспитывать уже подрастающее поколение. Причем не только в Устильме, но и за ее пределами. Еще в совсем юном возрасте.